Дорогое дитя мое, обрати внимание на то, что я тебе говорю. Неизбежно важное откровение от любимого человека, и оно очень важно для вашего внутреннего спокойствия. Игнорирование этого сообщения может иметь серьезные последствия. Вы должны следовать этой истине со всей своей энергией и решимостью, потому что без настойчивости, которую вы любите, вы заблудитесь. Сомнения и отчаяние исчезнут, и ваша жизнь безвозвратно изменится. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить и принять это слово. Ангелы также предупреждают вас о ревнивцах, которые хотят вас погубить. Этот человек распространяет о вас ложные слухи с намерением нанести еще больший ущерб. Осознание этих рисков имеет решающее значение для безопасности и принятия правильных решений. Они попытаются раскрыть вашу уязвимость, чтобы помешать им наказать вас. Их цель – разрушить каждый аспект вашей жизни и расставить для вас ловушки. Это будет очень неприятное время, поэтому обратите внимание на то, что происходит. Бог предупреждает, что ваша жизнь находится в опасности из-за ваших ошибок. В ближайшие дни, если вы не покаетесь искренне, вас могут ожидать серьезные последствия. Будьте настойчивы, чтобы избежать проблем и больших потерь. Враг исследует ваши эмоции, чтобы воспользоваться временем испытаний и террора. Не попадайтесь в сложные ловушки, расставленные на вашем пути. Примите Божью мудрость и понимание, Он должен победить силы зла, которые пытаются вторгнуться в вашу жизнь, чтобы будущее было многообещающим. Сегодня Бог убережет тебя от всякого зла и опасностей. Получите желаемое спасение. Не прекращайте читать, пока не закончите, потому что Бог терпеливо ждет вас. Один из ваших детей охвачен непризнанием радости и депрессии. Если вы продолжите в том же духе, вас ждет много страданий и неприятная жизнь. Чтобы этого избежать, важно принимать правильные решения. Бог предупреждает всех. Те, кто проигнорирует это послание, будут наказаны, потому что у них нет силы получить благословение. Враг пытается разрушить как можно больше жизни, украсть счастье и помешать росту. Держитесь подальше от грядущего зла. Ангелы говорят, что в ближайшие несколько часов вы можете столкнуться с серьезными проблемами, связанными с любимым человеком. Введите 88888888, чтобы искать помощи Божией для мирной жизни и знать, что неопределенность закончится. Будьте благодарны, что вы на правильном пути. Бог предупреждает, что пребывание с другими приведет к плохим последствиям. Они испытывают к вам особые чувства, используют вашу ситуацию в своих целях и делают вас жертвой. Соединение вашей души с этим человеком может привести к серьезным семейным проблемам. Бог сказал, что лень обычно помогает тем, кто не может работать. Важны настойчивость и решительность. В глазах Бога лень не только пассивна, но и является препятствием для духовного роста и ежедневных благ. Комментарий 5050. Дай Бог вам и вашей семье хорошего будущего. Все тревоги исчезают, забота побеждает. Когда ты грустишь и плачешь, помни, что Бог всегда с тобой и утешает тебя. Ангелы подчеркивают, что борьба со своими страхами необходима для истинной духовной и эмоциональной свободы. Признайте свою неуверенность и тревоги, выразите их уверенно и открыто.
Дорогое дитя, знай, что отдых необходим и свят, он отличается от лени. Настоящий отдых восстанавливает силы и восстанавливает дух, готовя вас к предстоящим испытаниям. Праздность – это пустой отдых, не удовлетворяющий разум и тело. Бог посоветовал им искать людей, которые будут ободрять и мотивировать их, когда они будут возвышать себя и окружающих. Бог говорит, что никто не потерпит вечных мук. У каждого есть возможность изменить свою жизнь. Ищите духовного обновления и спасения, потому что разрушительные стереотипы можно сломать с помощью веры и усилий. Ангел говорит, что борьба со своими страхами требует глубокого мужества и проверяет нашу непоколебимую веру. Каждый шаг в борьбе со страхом приближает нас к свободному и удовлетворенному существованию. Ангелы постоянно доказывают, что их истинная сила не только в подаче импульсов, но и в способности подвергать сомнению и преодолевать их. Свет, освещающий наш путь, божественен. Он направляет и поддерживает нас в этом процессе. Толкуйте 33:33 так, чтобы все горести излечились и каждая проблема превратилась в великую победу. Когда ты грустишь и плачешь, помни, что Бог всегда с тобой и утешает тебя. Ангелы напоминают нам, что освобождение от вины и страха открывает дверь к свету и милосердию. Очистите свое сердце и разум от теней прошлого. Обновите веру в ясный путь вперед. Дорогое мое дитя, ангелы уверяют тебя, что твоя внутренняя сила – это дар небес, который защитит тебя от страданий. Руководствуясь верой, вы сможете выдержать бурю, стать сильнее и легче. Осознайте, что столкновение со своими страхами истощает вашу энергию и становится проблемой, с которой вы не сможете справиться. Настоящая ценность в движении вперед, несмотря на страх. Здесь ангелы говорят, что огонь жизни, который создал в вас Бог, не угаснет. Они окружают вас безопасностью и покоем и гарантируют, что даже в самых темных ситуациях всегда будет свет. Бог говорит нам, что каждое прощение – это шаг к примирению и безусловной любви. Это мотивирует всех нас наслаждаться важным временем, особенно когда мы сталкиваемся с семейными проблемами. Прокомментируйте 777, чтобы полностью вас принять. Новый взгляд может изменить вашу реальность. Убедитесь, что вы находитесь там, где вам нужно быть. В ближайшие дни вы будете благословлены хорошими новостями, добрыми новостями и чудесами. Ангелы провозглашают, что присутствие Бога постоянно и надежно. Доверившись Ему, вы обретете мир в своей жизни. Ангелы предупреждают об опасности жизни в стрессе и тревоге и советуют вам освободиться от ожиданий других, живя в соответствии со своими глубочайшими ценностями. Ангел предупреждает нас об опасности лени, которая на время приносит утешение, но приводит к отчаянию и расточительству. Бог видит несправедливость и всегда со страданиями. Оно обещает праведный суд, на котором добро будет превознесено, а зло увидено и осуждено. Ангелы помогут вам в вашем стремлении к примирению, прежде чем обращение станет более трудным. Прокомментируйте 44444, чтобы изменить свою точку зрения и открыть новые возможности. Убедитесь, что вы находитесь там, где вам нужно быть. Вы будете благословлены радостью и исцелением, превосходящим все ваши ожидания.
Бог напоминает вам, что путешествие сквозь бурю является свидетельством силы и способности противостоять испытаниям. Цените свою решимость и способность сохранять внутреннее спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Ангел объясняет, как столкновение с нашими базовыми импульсами и их преодоление могут открыть невообразимые возможности. Очищая свои чувства божественной мудростью, мы можем воспользоваться открывающимися возможностями и пожинать плоды в духовном и материальном мирах. Дорогое дитя, знай, что привлекательная репутация часто возникает из прошлого опыта и решений. Под руководством Бога у вас есть сила изменить эти стереотипы, изменив то, как вас видят другие. Самое главное то, как ты себя видишь. Ангелы предупреждают вас об опасности общения с людьми, которые препятствуют вашему духовному и личностному росту. Он рекомендует искать взаимообогащающие и конструктивные отношения, которые принесут пользу вам и другим. Оставьте 772 комментария, чтобы каждая боль, которую вы чувствуете, могла быть преобразована, а каждая неудача стала прекрасной победой. Когда горе и слезы невозможно остановить, помни, что Бог всегда с тобой и приносит тебе облегчение и покой. Ангелы советуют вам начинать каждый день с благодарности, признавая имеющиеся у вас свободы, такие как свобода слова и мысли. Этот мощный опыт изменит ваше повседневное осознание, увеличивая мир и радость в каждый момент. Ангелы подчеркивают важность создания среды, в которой уважение преодолевает зависть и произвольный контроль, где сохраняется гармония и нет конфликтов. Настоящее лидерство поощряет и мотивирует других, а не ради личной выгоды. Дитя мое, когда ты проснешься, помни, что чувство свободы – это результат согласия ума и сердца с жизненными решениями. Постарайтесь разрешить свои внутренние конфликты и эмоциональные препятствия, и каждое утро вас будет ждать покой. Бог напоминает нам, что наше земное путешествие – это не путешествие в одиночестве, а путешествие, благословленное бесконечной мудростью и благодатью. Каким бы трудным ни был путь, он гарантирует, что света будет достаточно, чтобы преодолеть тьму, созданную врагом. Бог посылает вам послание, чтобы заверить вас, что энергия для преодоления лени находится у Него, и Он рад поддержать вас мотивацией и силой. Однако это заставляет нас уделять приоритетное внимание выживанию и эволюции. WR4040 указывает на то, что изменения в ваших отношениях носят преобразующий и важный характер. Убедитесь, что вы находитесь там, где вам нужно быть в эволюции. Приготовьтесь к приятным сюрпризам, хорошим новостям и чудесным действиям в этом году. Дорогое мое дитя, знай, что каждый новый день – это возможность обновить твою веру и преданность делу. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь – это возможности для роста и обучения. Верьте, что Бог с вами на каждом этапе пути, направляя вас и поддерживая вас в преодолении препятствий, которые встречаются на вашем пути. Ангелы напоминают нам, что истинная сила – это способность противостоять страху и преодолевать его. Каждый раз, когда вы решаете двигаться вперед, несмотря на страх, вы укрепляете свой дух и расширяете свой потенциал. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии, ангелы рядом с вами и готовы помочь и поддержать вас. Бог призывает вас развивать благодарное сердце и открытый разум. Благодарение каждый день поможет вам сохранить позитивный настрой и признать благословения, окружающие вас.
Сохраняя непредвзятость, вы воспользуетесь возможностями и уроками, которые преподносит жизнь. Право получить божественное руководство и следовать по пути, который приготовил для вас Бог. Поверьте, что Он будет вести вас с мудростью и любовью, приведет вас к более высоким целям и осуществит ваши самые сокровенные мечты. Мое дорогое дитя, хотя извращенные силы пытаются разрушить твою репутацию ложью и нечестностью, твоя чистая природа и добрые дела возобладают. Истина – это непреодолимая сила, всегда идущая сквозь тени зла. Помните, настоящие изменения начинаются с сознательного решения изменить свое поведение. Возьмите на себя ответственность за свой выбор и сознательно выберите лучший путь. Важно разрушить имидж человека. Он хочет, чтобы вы знали, что Бог, привлекающий только негативное внимание, является постоянным источником поддержки для тех, кто хочет простить или быть прощенным. В неожиданные моменты его руководство может стать светом, ведущим сердце к покою. Ангелы предупреждают, что жить с ошибками и неуверенностью все равно, что идти по нестабильной земле, полной неудач и страданий. Он подчеркивает, что отрицание иногда является единственным способом вырваться из разрушительных циклов и обрести ясность и стабильность, к которым мы стремимся. Дорогое дитя, очень важно понимать важность сообщества и поддерживать друг друга во времена кризиса. Когда возможность смерти кажется неизбежной, важно общаться с теми, кто разделяет ваши убеждения и ценности. Вместе мы создадим смелость не идти против волны негатива. Лос-Анджелес проповедует, что разумное использование времени, особенно благотворительность, это одно из лучших дел, которые может сделать каждый. Ожидание разрешения семейных споров – это акт истинной любви и заботы, чистого уважения к связям, которые нас объединяют. Комментарий 9090. Полностью подумайте о своем путешествии, чтобы убедиться, что в этом году вы находитесь в правильном месте для личностного роста. Вас ждут приятные сюрпризы, волнующие анонсы и чудесные чудеса. Вы испытаете уровень счастья и молодости, превзошедший все ваши предыдущие ожидания. Дорогое мое дитя, помни, что счастье – это статичное понятие, а Бог – постоянный и направляющий момент. Он всегда рядом с вами, направляя каждый шаг с любовью и целеустремленностью, радостью, с которой нет равных. Лос-Анджелес говорит, что важно избегать искушения уступить другим из-за ревности. Подавайте пример, продвигая справедливость и уважение, а не применяя силу для угнетения или угнетения. Дорогое дитя мое, подумай о пользе терпения и умеренности в деньгах. Эти возможности помогают избежать поспешных финансовых решений, которые могут привести к огромным потерям. Убедитесь, что ваши действия максимально способствуют вашему долгосрочному благополучию. Бог заботится о вас каждое утро. Это новая возможность утвердить свой разум и обновить свой дух. Будьте открыты для возможности нового начала каждый день. Измените то, что не работает, и двигайтесь вперед с надеждой и решимостью. Комментарий 5050. Желаю вам и вашей семье благополучной жизни. Оставаться на пути, несмотря на критику, это вопрос мужества и настойчивости. Он учил, что настоящие испытания происходят не только от физических трудностей, но и от борьбы, с которой мы сталкиваемся внутри себя с осуждением других. Независимо от голосов противников, ваша сила остается неизменной и уверенной.
Помни, сын мой, твоя решимость без действий и под давлением имеет большую ценность в мире. Небеса спокойно знают каждый миг печали и каждую слезу. Бог обещает, что ваша верность будет вознаграждена миром и справедливостью. Ангел проповедует, что противоядие от зависти – это прославлять достижения других и способствовать своему собственному росту и развитию. Сосредоточив внимание на своем росте и вкладе, желание конкурировать или доминировать естественным образом исчезнет, что приведет к гармоничному и процветающему обществу. Дитя мое, помни, что ты всегда окружен Божьей любовью и руководством, даже во времена трудностей и испытаний. Доверьтесь своей внутренней мудрости и силе, чтобы преодолеть любое препятствие, которое встретится на вашем пути. Когда вы сталкиваетесь с жизненными трудностями, сохраняйте веру и искреннюю надежду. Помните, что любой опыт, хороший или плохой, это возможность расти и учиться. Бог с вами на каждом этапе пути направляет и защищает вас своей бесконечной любовью. Напишите 606, чтобы получить божественное руководство и двигаться вперед смело и смело. Верьте, что Бог всегда с вами и поддержит вас, что бы ни случилось в будущем. Доверьтесь Иегове всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Притча 3:5. Этот стих напоминает нам, как важно доверять Богу во всех аспектах жизни. Это учит нас по-настоящему доверять Иегове, а не нашему ограниченному пониманию ситуации в Его руках. Довериться Богу всем своим сердцем значит принять Его суверенитет и власть во всем. Это значит с уверенностью верить в Него посреди жизни, зная, что у Него есть для нас совершенный план, даже если мы не понимаем ситуацию. Вторая часть стиха предостерегает нас не полагаться только на свои мысли. Это не значит, что мы игнорируем свой интеллект и мудрость, но мы понимаем, что человеческая мудрость ограничена и несовершенна. Однако мы должны искать Божьего руководства и мудрости во всех решениях и ситуациях, доверяя Его бесконечному разумению. Поэтому этот стих призывает нас полностью отдать свою жизнь Богу, доверять всему и познать Его мудрость за пределами нас самих. Когда мы доверяем Богу всем своим сердцем, Он направляет нас, поддерживает нас и дает нам возможность жить по Его воле. Дитя мое, знай, что я очень люблю тебя, и как и твоя семья, я всегда рядом с тобой. Утешайтесь моими словами и позвольте им направлять ваши шаги. Когда я рядом с тобой, никакое зло не сможет победить тебя. Продолжайте писать свою историю веры и доверьтесь мне, потому что я буду заботиться о вас до конца вашей жизни, как отец, любящий своего ребенка. Идите вперед смело и решительно, знайте, что я с вами на каждом этапе пути. Всегда помни мою любовь к тебе, которая вечна и безусловна. Примите истинность этого послания всем своим сердцем и знайте, что я люблю вас чистой и чудесной любовью. Я с тобой и всегда буду рядом с тобой. Ваша семья занимает особое место в моем сердце, и на ваши многочисленные молитвы есть ответ. Удача, которая приходит, хорошая и обильная. Не бойтесь, ведь помощь и спасение с небес и ничто не помеха. Если поверите мне на слово, запишите. Могут возникнуть проблемы и может возникнуть противодействие. В духовном мире есть силы, которые работают против вас. Но, повторяю, не бойтесь. Вам не будет больно.
Мои ангелы окружают тебя, и мое славное присутствие защищает тебя от всякого зла. Не держите зла ни на кого, ведь настоящая война идет не против людей, а против невидимых сил, которые пытаются вас уничтожить. Чтобы быть уверенным, что вам не причинят никакого вреда 3030, Бог велит вам противостоять силам зла в духовном мире. Знай, как сильно я забочусь о тебе, и будь уверен, что мои легионы ангелов готовы окружить тебя любовью и защитой. Молитесь утром, потому что именно тогда вы сможете обрести мир и силу, которые вам нужны. Конец времени близок, и ваши отношения со мной очень важны. Приготовьтесь, расскажите своей семье и соберите всех дома, потому что мы будем сильными. Позвольте Святому Духу управлять вашей жизнью. Он направляет вас, дает вам самообладание и устраняет страх, который вас мучает. Твое сердце будет полно мужества, потому что я всегда с тобой. Помните, что враг коварен и коварен, но не бойтесь и не сомневайтесь, ведь он не могуществен и не вездесущ. Они не знают моих мыслей и не знают моих планов на тебя. Доверьтесь мне, и я буду вести вас с бесконечной любовью и защитой. Если веришь в Бога, напиши 5050. Он с завистью наблюдает за вашими успехами, но знайте, что вы находитесь под защитой великого Бога. Многие люди трепещут и боятся, когда враг нападает, забывая, что у них единственный Бог. Моя благодать окружает тебя, защищает тебя от зла, и никакая сила в этом мире не сможет одолеть или упрекнуть тебя. Мои ангелы всегда рядом с тобой, принося тебе радость и мир, и пусть ты обретешь вечное счастье. Не бойтесь и не отчаивайтесь, ведь я с вами. Я защищу тебя, я помогу тебе своими розовыми руками. Что бы ты ни делал, делай это с добротой, потому что ты сделал это для меня. Я вознаградю ваши усилия прекрасным наследством. Доверьтесь мне всем своим сердцем и не полагайтесь на свое собственное понимание. Доверься мне во всех своих путях, и я направлю твой путь. Я твое воскресение и твоя жизнь. Если ты упадешь, я подниму тебя, потому что всякий верующий в меня не умрет. Всегда будьте смиренны, сохраняйте смирение, будьте терпеливы. Не беспокойтесь о людях, которые пытаются вас разозлить. Не кричите и не действуйте агрессивно. Имейте храброе сердце, но действуйте мудро. Если ты чувствуешь страх, доверься мне и ищи моего присутствия, и я помогу тебе. Я защищу тебя от зла, защищу тебя дома и в дороге. Моя рука всегда будет на тебе. Прежде чем уйти, помни, что я твой Бог и поведу тебя по правую руку, и я скажу тихим голосом: не бойся, я с тобой. Теперь я хочу услышать твой голос, потому что он мне очень многое дает, и я вижу твои добрые намерения в твоем сердце. Иногда мой ответ кажется запоздалым, но я всегда отвечаю вовремя. Если ваше желание не сбудется сразу, не отчаивайтесь. Если у вас все еще нет решения, не теряйте веру. Ходите с верой, потому что все, что я делаю, имеет цель в духовном мире. Многие вещи невидимы. Мое желание – защитить тебя от всех скрытых опасностей. Иди, ибо мой голос будет вести тебя, твой путь будет ясен и легок. Действительно, я отдал себя Господу, чтобы записать эту истину в вашем сердце.
А сейчас в вашем путешествии небольшой перерыв. Поднимите руки в благодарении и вспомните, когда вы просили что-то, и я дал вам это. Я рядом с тобой в печали и никогда тебя не отпущу. Эти воспоминания укрепят вашу веру. Как я уже сделал, так и сделаю снова. Сохраняйте все свои сокровенные мечты и стремления живыми. Пришло время заняться чем-то, чего вы раньше не могли сделать. Теперь, по моему благословению и помощи, ты добьешься больших успехов во славу своего святого имени. Теперь у вас есть силы избавиться от вредных привычек. Ни у кого нет большей силы, чем у меня. Если вы находитесь под моей защитой, ничто не сможет причинить вам вред. Глубоко задумайтесь над этими словами, потому что в вашем уме формируются новые важные решения, и настало время сделать мудрый выбор. Вам следует держаться подальше от неправильных ситуаций и отвергать праздничные приглашения, которые приведут вас к греху. Не превращай свои отношения со мной в ложный момент счастья. Не обижайтесь, если другие будут критиковать вас за то, что вы подписались на меня. Вы получили настоящие извинения. Даже если вы все еще испытываете последствия, знайте, что все это пройдет. Однажды ты станешь свидетелем великого чуда, которое я сотворил в твоей жизни. Не забывайте свою семью, ведь вы воспитаны в моей любви и благословении. У меня есть мир, радость и спасение для моих близких. Наполните свой дом верой и преданностью. Ваши дети будут слышать слова благодарности и молитвенные записки каждое утро, когда вы проснетесь. Будьте свидетелем веры своим примером. Не позволяйте критике или гневу сбить вас с толку. Прощайте других, как я прощаю вас, даже если это трудно. Помните, у вас есть моя поддержка. Я помогу тебе залечить раны, которые все еще болят. Вскоре оно исчезнет из вашего разума и сердца. Нет прошлых обид, которые вызвали бы отмену боли. Позвольте моему духу наполнять ваше сердце и успокаивать ваши эмоции каждый день. Когда хочет отомстить, моя душа смыкает твои губы. Я с тобой и всегда буду в любви и благодати. Важно то, что вы проявляете настойчивость и веру, потому что вы будете вознаграждены так, как вы даже не можете себе представить. Тень врага может показаться страшной, но помните, что вы окутаны светом веры и божественной любви. Даже в самое мрачное время года мой свет поможет вам обрести покой. Когда вы чувствуете борьбу с силами тьмы, помните, что моей благодати и силы достаточно, чтобы поддержать вас. Доверьтесь мне и положите свои страхи и неуверенность к моим ногам, потому что под моей защитой вы непобедимы. Каждая задача, с которой вы сталкиваетесь, это возможность учиться и расти. Ангелы рядом с вами, говоря слова утешения и утешения. Откройте свое сердце, чтобы услышать их руководство и позволить им провести вас через этот переход. Важно помнить, что вы не одиноки в этом путешествии. Я умножу тебя своими благословениями. Я могу дать вам возможности, которых больше никто не даст. Какими бы плохими они ни были, ваши самые сокровенные мечты могут сбыться. Надеемся, ваш банковский счет будет расти быстрее, чем ожидалось. Кроме того, пожалуйста, оплачивайте все счета заранее, когда они подлежат оплате.
Завершите дарованный вам сезон процветания и финансовой свободы. Несмотря на все страдания, через которые ты проходишь, у меня есть для тебя чудесный подарок. Счастье, любовь и руководство наполняют ваше сердце. Вы можете безудержно смеяться и мгновенно получить фантастический совет. Вместо печали Бог даст тебе радость. Теперь Он ответит на ваши молитвы. Могут произойти удивительные изменения, прорывы и чудеса. Пришло время начать все сначала и воспользоваться новыми возможностями. Что ж, вы находитесь на пути к новой главе жизни, полной безграничных возможностей. Обладая безграничной энергией, я могу превратить вашу жизнь из финансовых потрясений в изобилие и процветание. Оставьте свои проблемы и печали позади. Я могу заменить его счастьем и успехом. Я обещаю, что каждый потраченный вами доллар будет возвращен раньше, чем вы думаете. Даже если у вас возникли финансовые проблемы или вы теряете деньги, вы можете ожидать увеличения финансового благосостояния, когда начнется ваш бизнес, карьера или практика. Бог изменит вашу ситуацию к лучшему и даст вам и вашей семье лучшую жизнь. Какими бы ни были препятствия, они помогут преодолеть и залечить все раны. Помните, что Бог всегда с вами, давая вам силы и утешение. Даже если вы отчаиваетесь и плачете, молитесь в этом году, чтобы Бог превратил вашу жизнь в благословение, ваши страдания в благословение, а вашу утрату в невероятное чудо. Никогда не забывайте, что вы не одиноки на своем жизненном пути. В каждой проблеме и задаче я буду рядом с вами и готов направлять и защищать вас. Введите Аллен, чтобы найти его. Я, твой Бог, готов совершить для тебя великие дела. Иисус сказал: «Если ты примешь меня своим царем и будешь относиться к себе как к моему возлюбленному сыну, я дам тебе Царство Христово». Сделайте заявление сильным голосом. Сегодня я действительно заслуживаю бесконечной любви, исцеления и изобилия. Вера в моем сердце исцеляет всю семью, и чудеса случаются, когда я в них нуждаюсь. И все это по приглашению Иисуса Бог будет творить для вас чудеса, которые вы не можете сделать самостоятельно. Они принесут вам огромное счастье, здоровье и богатство. Собирайте ради прибыли. Здоровье, мир, любовь и благодать будут в изобилии. Я гарантирую, что вас ждет величайший подарок, который вы когда-либо получали. Если у вас есть вера, ваш жизненный путь покажет чудесные результаты исцеления. Внезапно ранее закрытая дверь открывается сама собой. А малыш, я могучий Бог. Я первый и последний, начало и конец. Я источник всякого понимания и знания. Мои цели для вас велики и приведут только к успеху, а не к провалу. Вы вступаете в период продления. Бог вернет все, что украл враг, включая мир, богатство и руководство. Всегда надейтесь на Бога. Я распят со Христом, и Христос живет во мне. Это значит, что моя вера в Сына Божия, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня, является основой моей жизни теперь в моем теле. Найдите утешение в вечном и любящем присутствии Бога. Это убережет вас от разочарования. Раскройте чудеса будущего без страха и неуверенности, сдерживающих вас. Благословение, которое Бог хочет дать вам, неизмеримо.
Когда мы устали или утомлены, помните, что Божьи обещания верны. Бог уверен. Он никогда не оставит вас и не покинет вас, и вы можете доверять Его выбору времени. Они точно знают, когда предоставить вам те преимущества, о которых вы просите. Молитва сильнее, чем вы думаете. Бог слышит ваши молитвы и старается ответить на них так, как вы даже не можете себе представить. Вот 7 обещаний. Бог дал тебе сегодняшний день. Я никогда не оставлю тебя. Я защищу тебя в трудную минуту. Я буду твоей скалой. Я отвечу на ваш вопрос. Я сделаю это для тебя. В любом случае, я дам вам душевное спокойствие. Я тебя люблю. У меня есть несколько ободряющих слов и обещаний поделиться с вами, мое дитя. Через 3 месяца ты увидишь исполнение моего обещания в своей жизни. Доверьтесь моей цели в вашей жизни, и ваше процветание станет мечтой ваших самых смелых мечтаний. Я в твоей борьбе, я превращу твою слабость в силу, твои тревоги в понимание, а твои проблемы в возможности. У меня всегда есть свой провайдер. В назначенное время я открою врата рая, чтобы вознаградить вас, и все ваши усилия будут процветать в этом году под моим руководством и временем. Идя по жизни, помните, что вы находитесь на пути к богатству, успеху, счастью и здоровью. Даже когда мир кажется темным и безнадежным, помни, что я обеспечу тебя так, что выхода не будет. Поверьте, это творит чудеса. А я преодолел все препятствия, с которыми вы столкнетесь, так что можете быть уверены, я устрою для вас всех особенное мероприятие. Отпустите любые тревоги и сомнения, которые стоят на вашем пути. В мой самый тяжелый час, любовь моя, я никогда не терял тебя. Когда ты попадешь в беду, я услышу, как ты зовешь меня, и защищу тебя от опасности. Хороший сюрприз на пути, включая свободу, рост, исцеление и брак. Ты мне дорог, и моя любовь к тебе безмерна. Что бы вы ни делали, благодать вашего Небесного Отца позволит вам исцелиться от болезней, обрести счастье и добиться успеха в жизни. Помните, что ваш ангел-хранитель приведет вас к великим финансовым подаркам и чудесам, и вы совершите прорыв. Хотя я благословил многих людей, не забывайте меня, когда они веселятся. Оставайся рядом со мной, потому что моя любовь к тебе не знает границ. Я повелеваю Богу защитить вас и вашу жизнь и разрушить планы ваших врагов. Бог услышит ваши молитвы и поможет вам преодолеть текущие препятствия. Помните, что Иисус пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком, и я хочу, чтобы вы делали то же самое. Эта неделя принесет много пользы в вашу жизнь. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь, не уничтожат вас, но ты станешь сильнее, благословеннее и богаче, потому что ты моя любовь, и я никогда не оставлю и не покину тебя. Мои ангелы всегда присматривают за тобой и ждут, чтобы вмешаться, когда дела станут трудными. Помните, что вы найдете надежду на Бога. Я всегда с вами, я свидетель ваших испытаний и принимаю свои молитвы. Доверьтесь мне, и я проведу вас через все ваши трудности и благословлю вас на вашем пути. Я совершу чудо, которого ты желал, чтобы положить конец всем твоим беспокойствам. Невероятные перемены – это как выиграть джекпот и изменить свою жизнь, заменив стресс, боль и беспокойные ночи.
Это как увидеть сюжет в фильме, который никто не видел. Его глаза расширились от удивления, рот открылся в недоверии. Он никогда не думал, что человек, которого он любил, придет к нему так смело и неожиданно. В тихий день на него ударил внезапный ветер, который сбил его с толку и лишил возможности говорить. На его лице было написано удивление, было видно, что он не ожидал такой перемены. Это странная реакция, это вызов для вас и вашего партнера, возможность для спасения и роста. Это как сигнал к пробуждению в отношениях, чтобы вы оба подняли их на более высокий уровень понимания и зрелости. Несмотря на то, что кажется, что все осталось по-прежнему, есть место для перемен и обновления. Это приглашение вдохнуть новую жизнь в ваши отношения, подойти к ним с большим пониманием и мудростью. Даже если вы застряли в одних и тех же старых шаблонах или ситуациях, не забывайте понимать, как вы реагируете, и использовать потенциал позитивных изменений. Когда вы вместе со своим партнером отправляетесь в это новое путешествие, старые ярлыки и решения становятся неактуальными. Руководствуясь чем-то большим, чем раньше, вы оба маршируете в такт другому барабану, открываете новые перспективы и отпускаете прошлые ограничения. Это похоже на шаг в неизведанный мир, где старые правила не действуют, и каждый шаг – захватывающее приключение. Теперь наступают испытания, которые определят прочность растущих отношений. Это сложный тест, чтобы выяснить, совместимы ли вы и ваш партнер друг с другом. Препятствия, с которыми вы вместе сталкиваетесь, показывают глубину вашей связи и ценность борьбы. Поэтому, независимо от результата, знайте, что все это часть пути любви, и готовьтесь к предстоящему путешествию. Будьте готовы к интенсивному тестированию, например, под увеличительным стеклом во время экзамена. Но пусть это вас не беспокоит. Это ваш шанс показать свои навыки и готовность к любому вызову, который встретится на вашем пути. Перед битвой наточите свой разум, как меч, и будьте готовы честно и открыто отвечать на вопросы и сомнения. Ваши мысли и решения изучаются, как ученый, изучающий образец под микроскопом. Вы можете нервничать, исследуя мины скрытых опасностей, но это ваш шанс доказать свое зрение. Оставайтесь верными своим убеждениям, сталкивайтесь с предстоящими трудностями и станьте сильнее и увереннее. Давайте углубимся в то, что произошло. Ваш любимый человек раскрывает ту сторону себя, которая очаровывает вас, как будто вы обнаруживаете потайную комнату в знаменитом замке. В критические минуты его чувства поднимаются большой рекой, что вызвано его твердой решимостью защитить его от вреда и несправедливости. Это убедительное доказательство любви и преданности, а также напоминание о крепкой связи, связывающей вас вместе. Рассматривая эту историю, давайте рассмотрим глубокую концепцию божественной любви в духовных учениях. Любовь имеет множество форм, каждая из них имеет свою сущность и смысл. Агапе, олицетворяющая безответную любовь, представляет собой чистую божественную любовь без ожиданий. Эрос ведет к любви и близости, а филия – к глубокой дружбе и единству сообщества. Любовь во всех ее формах способна преобразить жизни и сердце, срастить сломанные кости и вдохновить на доброту и щедрость. Она учит нас принимать разнообразие, ценить ценность всего творения и расти духовно. Последний поступок близкого человека может сопровождаться сожалением,
поскольку вы задаетесь вопросом, могли ли вы справиться с ситуацией мягче. Он несет бремя долга и стремится отстаивать ценности милосердия и сострадания. Если вы можете понять их внутреннее смятение и сопереживать их борьбе, проявите свою поддержку, выразив солидарность. Вступая в путь божественной связи, мы открываем значение супругов, близнецовых пламен и божественных партнеров. Эти отношения отражаются через преобразующую силу божественной любви, ведущей к личностному росту и духовной эволюции. Понимание мистического опыта еще больше проясняет взаимосвязь всех существ и масштабы божественной любви. Желаем вам и вашей семье удачи. Будьте готовы к изобилию наград и возможностей. Помните, что я Бог, творящий чудеса даже в самых худших ситуациях. Я могу сделать быстрое обновление. Я Создатель всего сущего, и я с вами до конца мира. Я даю тебе здоровье, богатство и успех, но ты должен верить и быть благодарным. Я защищаю вас от физического и морального вреда. Я разрушу каждый твой злой план, который разрушает. Вы не только победитель или выживший, но и сонаследник Христа, партнер Божий, сосуд благодати и носитель истины. Радуйтесь своей новой идентичности как ребенка Божьего, обладающего силой Святого Духа, отражающей качество Христа. У вас есть доступ к небесным сокровищам, божественным обещаниям и благословениям спасения. Вы заслуживаете любви, исцеления и всего, что имеет значение. Ваша семья получит большую пользу. Если вы один, ищите утешения в его присутствии. Если ты слаб, возьми у меня силы. Готовьтесь к финансовым чудесам в следующем месяце со здоровьем, любовью, новыми возможностями и божественными благословениями. Доверьтесь Богу, потому что Он знает, как действовать в любой ситуации. Это доставит вас в лучшие часы. Его любовь, исцеление и благословение заменят ваши страхи, беспокойство и тревоги. Чудеса обрушатся на вас, превратят ваши заботы в радость и принесут изобилие. Иисус пришел на землю, чтобы дать жизнь с избытком и мир. Если ты только примешь Божью благодать, к тебе придут чудеса, и ничто не сможет остановить дверь, которую Бог открыл для тебя. Когда Иисус исцелил 10 прокаженных, Он также благословит вашу землю и ваши дела, что принесет вам больше пользы в работе и любви. Помните, что благодарность открывает путь к большему добру, поэтому будьте благодарны. Бог сказал: «Желание моего сердца даровать вам и вашим близким только счастье и любовь. Поверьте мне, что я сотворю в вашей жизни чудеса, которые вы не можете себе представить. Если ты будешь терпелив, дитя мое, я дам награду. Среди моих сегодняшних даров – исцеление, стабильность и способность преодолевать трудности, приглашать в вашу жизнь позитивные послания, ответы на молитвы, прорывы, чудеса и благословения. Этот месяц начинается с воспоминания о том, что все благословения и чудеса исходят от меня. Я подтверждаю, что мои обязательства являются надежными и нерушимыми, нерушимыми и неприкосновенными. Вместо того, чтобы позволять беспокойству поглотить вас, превратите беспокойство в поклонение. Я веду вас на более высокий уровень существования. В этом году я заменю твою печаль счастьем, твои проблемы благословениями, а твои потери чудесами. Я обещаю тебе, что ничего плохого с тобой сегодня не произойдет.
Я берегу свое здоровье, время, деньги и семью. Я здесь, чтобы жить счастливой и яркой жизнью. В начале новой недели я желаю вам весело провести время, хороших встреч, благословений и хороших результатов. Будьте готовы к чудесным изменениям во всех сферах жизни, включая карьеру, богатство, здоровье и отношения, когда вы решите их принять. Верьте в идеальное время, потому что я всегда работаю за кулисами, чтобы подарить вам чудеса. Вы можете поверить, что я, всемогущий Бог, создавший все сущее, смотрю на вас сверху и снизу земли с бесконечной любовью и заботой. Я верну те годы, которые дьявол отнял у тебя, и заменю твои страдания другими. Я благословлю вас, как благословил землю и дела человека, а благодать и любовь приведут в жизнь идеальную пару. Посланники небес будут следить за вами и разрушать любые отношения, которые вас унижают. Множество благословений, постарайтесь даровать рост, успех и счастье. Ваша жизнь улучшится, а ваша карьера и любовь снова расцветут. Я люблю удивлять и благословлять своих детей так, как они, возможно, даже не осознают. Когда вы начинаете этот новый сезон, я предлагаю вам множество предложений, а также множество достижений и событий. Примите благодать и будьте готовы к неожиданностям. Я ободряю, исцеляю и восстанавливаю любовь и мир в вашем сердце. Пожалуйста, помолитесь, если вам это нужно. Сегодня я желаю вам счастья, любви и благополучия. Мой план для вас выходит за рамки этой жизни и принесет пользу вам и вашим потомкам навечно. Я буду с тобой и в хорошем, и в плохом. Высылаю финансовую помощь. Ангелы стоят рядом с вами, и ваши молитвы услышаны. Вы можете рассчитывать на стабильный и обильный приток денег. Прежде чем выходные закончатся, произойдет прорыв, который шокирует ваших врагов и изменит ваш мир. Я возьму на себя управление вашими финансами, и ваши деньги будут расти, как трава. Он будет наслаждаться здоровьем, богатством и любовью. В ближайшие 12 часов можно ожидать счастья от любви, богатства и здоровья. Этот год будет лучшим для вас и ваших близких. Я исцелю ваше разбитое сердце, защищу вашу семью и буду способствовать сверхъестественным преобразованиям. Ваше финансовое положение улучшится, и ваша личная жизнь улучшится. Приготовьтесь к признанию в следующей главе жизни. Вы получаете возможности, погашайте долги и оплачивайте счета. С наступлением нового месяца посылаю вам и вашей семье добрые пожелания. Будьте тверды в вере и примите чудеса, ожидающие вас, как божественные дары на вашем пути. Мир может быть местом стресса, но благодаря Иисусу вы никогда не будете страдать. Отправляясь в это путешествие, помните, что Божьи обещания не меняются и остаются. Любовь – мощная сила, превосходящая все земные проблемы. Покой, который исходит от Него, непостижим, утешает и утешает даже в самые трудные времена. Эта божественная любовь – ваш щит и сила, защищающая вас от всех видов бедствий. Если ты веришь в Бога, ты доверяешь свою жизнь тому, кто держит мир в своих руках, повелевает звездами и знает количество волос на голове. Обращайтесь к Богу в минуты сомнений и неуверенности. Его мудрость находится за пределами человеческого понимания,
и Его план для вас тщательно разработан ради вашего блага. Он является автором истории вашей жизни и написал главы, наполненные счастьем, процветанием и самореализацией. Продолжайте смотреть на Него, двигаясь вперед, зная, что Он никогда вас не подведет. Дорога не всегда гладкая, но каждый поворот имеет цель в Божьем плане. Подумайте о чудесах, которые Иисус творил на земле, превращал воду в вино, успокаивал бури и исцелял больных. Эти действия не только показывают Его силу, но и показывают Его сострадание и любовь к человечеству. Он пришел, чтобы преодолеть пропасть между Богом и человеком, предложить спасение и вечную жизнь. Иисус работает в вашей жизни прямо сейчас, готовый творить чудеса и менять вещи. Когда вы приглашаете Его в свое сердце, вы открываете дверь к безграничным возможностям и божественному вмешательству. Ваша вера – это свет, привлекающий благословение. Вера может сдвинуть горы, как горчичное зерно. Когда вы доверяете Божьему выбору времени и путям, вы увидите Его руку в своей жизни. Ваши проблемы проявляются, ваши препятствия становятся великими вещами. Каждая молитва, которую вы шепчете, каждая слеза, которую вы проливаете, будет услышана Богом и будет почитаема и уважаема. Он глубоко вовлечен в каждую деталь вашей жизни, организуя события так, чтобы они в конечном итоге достигли вас и выполнили Его цель для вас. Присутствие Бога бесконечно. У кого есть 1000 коров, богатство Его безгранично. Когда вы согласуете свое желание со своей волей, вы подключаетесь к этому божественному резервуару изобилия. Финансовые прорывы, восстановление здоровья и восстановление отношений – все это в пределах их досягаемости. Приблизьтесь к Нему с благодарностью и надеждой, зная, что Он любит благословлять своих детей. Когда вы благодарны за то, что у вас есть, вы освобождаете место для большего количества благословений, которые войдут в вашу жизнь. Ожидайте увидеть Божью благодать удивительными способами в ближайшие дни. Возможность здесь, боль открыта, и решение самой настойчивой проблемы известно. Это сезон сбора урожая, когда семена, которые вы посеяли в вере и послушании, принесут плоды. Будьте бдительны и готовы ответить на божественную мудрость, которая принимает вас. Божье руководство часто приходит в виде тихого, нежного шепота, который побуждает вас поверить или рискнуть. Помните, что Божье время идеально. Хотя иногда вы чувствуете нетерпение или беспокойство, верьте, что Он никогда не опоздает. Его задержка была не отрицанием, а божественным обеспечением чего-то большего. Пока вы ждете, знайте, что ваше терпение вознаграждено, и продолжайте служить Ему и поклоняться Ему. Благословений на пути стоит ждать в любое время. Бог готовит вас, формирует вас и помещает в более славное место, чем вы можете себе представить. Вы не одиноки в этом путешествии веры. Бог – постоянный друг, защитник и кормилец. Ангелы сойдут на вас, гарантируя вашу безопасность и направляя вас. Утешайтесь в Нем и позвольте миру наполнить ваше сердце. Путешествие может быть долгим, но пункт назначения – это место беспрецедентной радости и удовлетворения. Когда Бог рядом с вами, каждое испытание – это возможность, каждое испытание – это ступенька, и каждый момент – свидетельство Его удивительной любви и силы. Примите ожидающие вас благословения, чудеса и божественную благодать,
и пусть ваша жизнь будет живым свидетелем благости и милости Божией. В этом году ваша жизнь отразит славу вашего Создателя. Сын мой, я всегда начеку. Я видел твой крик, я слышал твою молитву, и я с тобой в глубине твоего отчаяния. Наслаждайтесь этим сезоном бесконечной любви и благословений, ведь именно я даю так много. Приготовьтесь к новой неделе, полной удивительных ситуаций, удивительных моментов, удивительных игр, удивительных благословений и потрясающих результатов. Я здесь, чтобы вести вас по этому пути к счастью и удовлетворению. Поверь мне, когда ты злишься. Я всегда буду творить для тебя чудеса и превращу твои страдания в победу, а твою слабость в изобилие. Бог говорит, что я выплачу твой долг, урегулирую твой счет и изменю твое финансовое положение. Бог есть только Бог. Никто не может встать между Богом и человеком, кроме Иисуса Христа. Бог любил вас и заботился о вас с незапамятных времен, и эта любовь и забота будут продолжаться. Вы найдете возможность изменить свою жизнь, которая улучшит ваше финансовое положение и позволит вам беззаботно оплатить все свои обязательства и расходы. Господь, дай мне смелости противостоять моим страхам, испытаниям и сомнениям. Покажи мне дорогу и объясни, что произошло. Утеши меня, дитя мое, и я постараюсь послужить тебе. Сохраняйте свою веру, потому что я всегда с вами. Чудо уже в пути, и ваша жизнь улучшится. Я изменю любую плохую ситуацию, благословлю тебя и твоих близких и облегчу твою печаль. Даже если ты допустил ошибку, моя любовь к тебе не знает границ. Подобно пастырю, пасущему своих овец, я приведу вас ко времени радости и мира. Я величайший целитель, и польза, которую я приношу вам, превосходит ваше самое дикое воображение. Вы увидите удивительные вещи в своей жизни, если поверите в меня. Я благословлю тебя и твою семью и исцелю твою болезнь. Я восстановлю твое здоровье и придам тебе сил. Прежде всего я дам тебе мир, превосходящий понимание. Думай, что я твой Бог. Я также буду постоянным руководителем. Ты был частью моей жизни с самого начала. Я всегда с тобой, и я готов помочь тебе во всем. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете позвонить мне, и я это предоставлю. Доверься мне, и я покажу тебе путь. Со своей стороны, у вас есть воля продолжать идти вперед, смелость противостоять трудностям и преодолевать их, а также вера, позволяющая увидеть, казалось бы, невозможные возможности для реализации вашей мечты. Поверьте мне, когда я говорю, что ничто не может заменить контроль над своей судьбой. Я могучий Бог бесконечного милосердия, и я хочу благословить вас, если вы откроетесь. Ваш финансовый успех сегодня – это только начало того, что я приготовил для вас. Дитя мое, поверь мне, ведь я всегда держу свое обещание. Введите «Аминь», чтобы принять. Иисус Христос сказал: «Верьте». Религиозные сообщества становятся убежищем и основой стабильности во времена кризиса. Находите друзей, празднуйте победы и преодолевайте трудности с беспрецедентным обновлением и благословениями. Вселенная приняла ваши молитвы, и вскоре вы испытаете что-то очень позитивное. Сохраняйте веру и будьте открыты для будущих сюрпризов.
Всегда помните, что болезненные отношения открывают возможности для духовного роста. Доверьтесь процессу, зная, что каждый шаг тщательно контролируется и защищается. Никогда не недооценивайте силу внутреннего света. Он будет светиться даже в темноте, освещая путь вам и окружающим. Будьте стойкими в своей вере и позвольте своему свету сиять. Я говорю с любовью и руководством, когда вы сталкиваетесь с серьезными проблемами. Ваша приверженность и настойчивость никогда не подведут, и я здесь, чтобы поручиться за вашу непоколебимую поддержку. Ангелы продолжают посылать послания надежды и радости. Очень важно, чтобы вы создали эту позитивную атмосферу. Каждый номер, который вы набираете, и каждое полученное сообщение – это знак Вселенной. Будьте восприимчивы и внимательны к неожиданностям на горизонте, потому что они превзойдут ваши ожидания. Независимо от тени врага, всегда помните о своей внутренней силе и свете, который вы проявляете. Нет большего вызова, чем божественная сила внутри вас. Верьте в свою способность преодолевать препятствия и смело двигайтесь вперед. Ангелы всегда рядом с вами, готовы направить и защитить. Призовите их мудрость и позвольте им вести вас во времена сомнений и неуверенности. С их помощью вы узнаете правильный путь и обретите покой посреди бури. Также уважайте свои границы и потребности. Забота о себе важна, чтобы позволить вашему внутреннему свету сиять. Найдите время, чтобы восстановиться и восстановить силы, чтобы вы могли проявить любовь и сострадание к окружающим. Никогда не забывай, что ты любишь меня без слов и что я всегда с тобой на каждом этапе пути. Продолжайте полагаться на веру, надежду и любовь, потому что они являются столпами вашего духовного пути. Я здесь, чтобы направлять вас с любовью и заботой и помогать вам мужественно и решительно преодолевать жизненные трудности. Каждое слово, которое я посылаю тебе, является напоминанием о моей глубокой и безмерной любви. Когда ты столкнешься с тенью врага, помни, что я всегда с тобой и освещаю твое утешение. Не гордитесь правилом, вместо этого будьте скромными и искренними. Сейчас настало время отпустить прошлые ошибки и двигаться вперед с непоколебимой верой. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это возможность расти и учиться. Не бойтесь теней, потому что это важный урок для меня. Будьте сильны верой и внутренней силой, ведь вместе мы не проиграем. Спасение – это не только цель, но и образ жизни. Он выбирает любовь ненависти, мир насилию, правду лжи. Живите с любовью и состраданием, это распространит мой свет по миру. Ангелы рядом с вами, чтобы направлять и защищать вас. Слушайте его мудрость и доверяйте ему. Они здесь, чтобы напомнить нам, что каждый выбор имеет вечные последствия. Выберите хороший и справедливый путь. Не погружайтесь в болезненные воспоминания о прошлом. Учитесь у них, но не позволяйте им мешать вам жить полной жизнью прямо сейчас. Освободите себя от оков прошлого и примите надежду и любовь будущего. Слушайте внимательно мое сообщение. Каждое число, каждый знак призваны развивать глубокую любовь. Откройтесь моему руководству и следуйте по пути света, продолжая это путешествие. Помните, что я всегда рядом с вами и буду направлять и защищать вас на каждом этапе пути. Заключительная молитва.
дорогой Бог, я открываю свое сердце Богу в это особенное время. Я хочу выразить вам свою глубочайшую благодарность и любовь. Ты Творец всего, Властитель мира и мой вечный проводник. В этом спокойном общении я вспоминаю ту радость, которую Ты мне подарил, и трудности, которые Ты мне помог преодолеть. Я благодарен за каждое благословение и возможность, данные мне, начиная с дара жизни. Я знаю, что Твоя милость и милость безмерны, и словами не выразить мою благодарность. Я прошу прощения за свои колебания, ошибки и случаи, когда я сбивался с Вашего пути. Спасибо, что простил меня и показал мне путь обратно к Твоему свету. В это время я отдаю Тебе свои страхи, беспокойства и тревоги. Я доверяю Тебе свои испытания и невзгоды. Я прошу Вашего руководства и силы, чтобы справиться со всем, что преподносит мне жизнь. Господи, направь мой путь, просвети мой путь и укрепи мою веру. Помоги мне стать лучше, любить ближнего, как самого себя, и жить по принципам любви, добра и справедливости. Пусть моя преданность Тебе останется, и пусть Твое присутствие будет ощущаться во всех аспектах моей жизни. Благослови мою семью, друзей и всех моих близких. Прежде всего, помогите мне быть каналом Вашей любви и света в мире. Я подчиняюсь Тебе, Господь, всем своим сердцем и молюсь, чтобы это исполнилось в моей жизни. Аминь.